Никогда не думал, что один продажный гаишник сможет вот так за полчаса растоптать мою жизнь. Но я стоял на коленях на раскаленном асфальте трассы М4 Дон. Смотрел в холодные, как зимнее небо, глаза капитана полиции и понимал — это конец. Он ухмылялся, видя, как его напарник вышвыривает из кармана моей куртки последние мятые купюры, а потом кивнул своим, и те начали вскрывать мою фуру, мою кормилицу, мою ласточку. Но чтобы вы поняли, как я дошел до жизни такой, как оказался на этом проклятом 187-м километре с душой вывернутой наизнанку, нужно отмотать пленку на пару недель назад. Зовут меня Руслан Медведев. Мне 43 года и больше 20 из них. Я кручу баранку. Живу в Воронеже, хотя родился и вырос в деревне под ним. В простом доме, где пахло яблоками и парным молоком. Я дальнобойщик. Не из тех, что на новеньких блестящих сканиях рассекают, свысока поглядывая на остальных. Нет, я обычный работяга. Один из тысяч таких же, как я, кто ночует в кабине чаще, чем в собственной кровати, и знает все придорожные кафе от Москвы до Ростова лучше, чем меню в ресторане. Я человек простой. Земля и дорога научили меня главному. Будь честен, делай свою работу хорошо и не бойся трудностей. Я не хватаю звезд с неба, не ищу легких денег. Просто встаю в 4 утра, целую сонную жену, пью обжигающий кофе и иду к своей ласточке. Ласточка — это мой старенький, но верный КамАЗ. Белый, с синей полосой по борту. Он, конечно, уже дедушка, но я его знаю до последнего винтика. Каждый его скрип, каждый стук двигателя для меня как слово. Он мне не просто машина. Он напарник, молчаливый свидетель моей жизни на колесах. С ним я заработал на нашу двушку в спальном районе Воронежа. С ним вырастил детей. Семья — это все, что у меня есть. Моя Лена, жена, работает кассиром в «Пятерочке». Женщина она у меня золотая, тихая, работящая. Никогда не жалуется, хоть я и вижу, как она устает, как морщинки легли у глаз раньше времени. Мы с ней вместе с юности, со школьной скамьи. Она — мой тыл, моя тихая гавань, куда я возвращаюсь из каждого рейса. У нас 2 детей. Артем старший, ему 17, парень толковый, голова светлая, весь в компьютерах своих. Мечтает в политех поступить, на программиста. На бюджет, конечно. Готовится сам, до ночи за учебниками сидит. Я им горжусь, хоть и не понимаю ни черта в его кодах и алгоритмах. Вижу, что парень к цели идет. А младшая, Настенька, 14 лет. Она у нас художник. Вся в мечтах, в красках, ходит в художественную школу, и преподаватели говорят «талант». Рисунки ее по всей квартире развешаны. Закаты над Доном, портреты наши с Леной, какие-то сказочные города. Только вот школа эта платная. Недорого вроде, по нынешним меркам. 4000 в месяц. Но для нашего бюджета эти деньги как камень на шее. Последнее время стало совсем туго. Жизнь дорожает, а зарплаты не растут. Ленина «Пятерочка» — это слезы, а мои рейсы стали реже, да и платят не так, как раньше. Все, что зарабатываем, уходит на еду, коммуналку,
да на самое необходимое. Про накопление и речи нет. Живем от зарплаты до зарплаты, как и полстраны. А тут еще, как назло, наша старенькая «семерка», на которой Лена на работу ездила, окончательно встала. Коробка передач накрылась. Мастер в гаражах посмотрел, покачал головой и выдал: 1025, Руслан, не меньше. 25 тысяч. Для кого-то, может, и не деньги, а для нас дыра в бюджете размером с пропасть. Так и стоит она, бедолага, во дворе под брезентом, а Лена снова трясется в забитых маршрутках. И вот в один из вечеров пришло извещение из Настиной художки. Долг за 3 месяца. 12 тысяч. Если не оплатим в течение 2 недель, отчислят. Лена сидела на кухне, крутила в руках эту бумажку, и я видел, как в глазах у нее блестят слезы. «Ничего, Лен», — сказал я, обнимая ее за плечи, а у самого на душе кошки скребли. «Прорвемся. Что-нибудь придумаю». Но что я мог придумать? Занять? У кого? У таких же работяг, как я. Кредит? С нашими-то доходами нам его никто не даст. Я выходил на балкон, курил одну за другой, смотрел на огни ночного города и чувствовал себя загнанным в угол. Стыдно было, мужики. Стыдно перед женой, перед детьми. Всю жизнь пашешь как вол, а в итоге не можешь обеспечить семью самым элементарным. Это беспомощность. Она хуже любой физической боли. Она жрет тебя изнутри, лишает сна, заставляет чувствовать себя ничтожеством. Я готов был на любую работу, на любой самый дальний и тяжелый рейс, лишь бы выкарабкаться, лишь бы снова увидеть улыбку на лице Лены и знать, что моя дочь будет и дальше рисовать свои волшебные картины. Именно в этот момент, когда отчаяние почти накрыло меня с головой, раздался звонок, который, как мне тогда показалось, был моим спасением. Звонок пронзил тишину квартиры, как сигнал тревоги. Я как раз вернулся с балкона, выбросив в мусорное ведро уже 3-й окурок, и застал Лену на кухне. Она не плакала, нет. Просто сидела, сцепив пальцы в замок, и смотрела в темное окно, за которым моросил мелкий ноябрьский дождь. В этой позе, в этой звенящей тишине было столько молчаливого отчаяния, что у меня заныло в груди. Настя тихо сидела в своей комнате, делая вид, что рисует. Артем, запершись у себя, что-то клацал на своем стареньком ноутбуке. Но я знал, они все слышали, все понимали. Наш маленький семейный корабль дал течь, и мы все вместе, молча, шли ко дну. Я посмотрел на экран телефона. Незнакомый номер. Обычно я на такие не отвечаю, но что-то заставило меня нажать на зеленую кнопку. «Медведев?» — раздался в трубке низкий, чуть хрипловатый голос. Я узнал его сразу. Это был Михаил Сергеевич, владелец нашей небольшой транспортной компании. Человек-загадка. Я работал на него лет 5, но видел его всего пару раз. Он почти не появлялся в офисе. Все дела вел через нашего начальника колонны, Петю. Говорили, что у него и другой серьезный бизнес есть, а грузоперевозки так, для души. «Да, Михаил Сергеевич, это я», — ответил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Есть работа, Руслан. Срочная и особая. Не для всех». У меня ёкнуло сердце. «Что за работа?» «Рейс в Ростов-на-Дону. Завтра с утра нужно быть там. Груз электроника. Ноутбуки, мониторы, всякая дорогая мелочь.
Ответственность большая, общая стоимость — несколько миллионов. Поэтому ищу водителя проверенного, надежного. Петр тебя рекомендовал. Сказал, на тебя можно положиться, как на самого себя. Я молчал, переваривая информацию. Ростов. Электроника. Миллионы. Ответственность колоссальная. «Я понимаю, о чем ты думаешь», — продолжил он, словно прочитав мои мысли. «Думаешь, стоит ли ввязываться? Так вот, слушай дальше. Рейс туда и сразу обратно. Платят двойной тариф. На руки получишь почти 100 тысяч, сразу как вернешься. 100 тысяч. Слово из 6 букв. А прозвучало для меня, как выстрел стартового пистолета. Я мысленно прикинул. 25 за ремонт «семерки». 12 — долг за Настину школу. Еще останется на жизнь. На то, чтобы закрыть все мелкие дыры, купить Артему новый жесткий диск, о котором он мечтал, и просто выдохнуть. Впервые за много месяцев свободно выдохнуть, не считая каждую копейку. «Я согласен», — вырвалось у меня быстрее, чем я успел подумать. «Когда и где быть?» «Завтра в 5 утра на базе. Документы на груз будут готовы. Машину проверь сегодня, чтобы комар носа не подточил». «Понял. Буду». Он повесил трубку. Я стоял посреди кухни, все еще держа телефон у уха, и смотрел на Лену. Она подняла на меня свои огромные, полные тревоги глаза. «Кто это?» «Начальник. Михаил Сергеевич. Работу предложил». Я подошел и сел напротив нее. Взял ее холодные руки в свои. «Лен, кажется, наши проблемы могут скоро закончиться. Срочный рейс в Ростов. Платят почти 100 тысяч». Ее глаза округлились. «100? Руслан, это правда?» «Правда. Груз дорогой, электроника. Поэтому и деньги такие». Она несколько секунд смотрела на меня, не веря, а потом ее лицо вдруг изменилось. Тревога сменилась облегчением, таким явным, таким всепоглощающим, что казалось, она сейчас снова заплачет, но уже от радости. Она вскочила, обошла стол и крепко-крепко обняла меня, уткнувшись лицом в плечо. Я чувствовал, как дрожат ее плечи. «Господи, Руслан, я уж думала все», — шептала она. «Спасибо». «Тише, тише, ты чего?» Я гладил ее по волосам, а у самого ком в горле стоял. «Прорвемся. Я же обещал». В дверях комнат показались дети. Они стояли, боясь пошевелиться, и смотрели на нас. В их глазах был один и тот же немой вопрос. «Все хорошо, дети», — улыбнулась Лена, вытирая слезы. «Папе дали очень хороший рейс. У нас все будет хорошо». В этот вечер наш дом снова ожил. Словно кто-то включил свет после долгой, беспросветной темноты. Лена хлопотала на кухне, собирая мне в дорогу термос с горячим чаем и бутерброды с сыром. Настя принесла мне свой последний рисунок. Нашу ласточку, летящую по ночной дороге среди звезд. «Чтобы она тебя хранила, пап», — сказала она. Артем вышел из своей берлоги и, откашлявшись, протянул мне старенький GPS-навигатор. «Пап, я тут карты обновил, на всякий случай, чтобы не заблудился». Это было так трогательно, так по-детски наивно и в то же время так важно для меня. Я чувствовал их любовь, их веру в меня. И эта вера придавала мне сил. Спать я в ту ночь почти не ложился. Волнение и тяжесть ответственности не давали покоя. Я лежал в темноте, слушал мирное дыхание Лены рядом. Думал о предстоящем пути. Ростов не ближний свет. Трасса М4 Дон — дорога серьезная, с характером. Я сотни раз ходил по ней, знал каждую развилку, каждый опасный поворот. Но сейчас с таким грузом
Она казалась мне враждебной и непредсказуемой. Я встал, тихо оделся и вышел на улицу. Ночь была холодной и сырой. Я дошел до стоянки, где под тусклым светом фонаря отдыхала моя ласточка. Обошел ее кругом, похлопал по огромным колесам, проверил давление. Открыл капот, послушал, как ровно гудит остывающий двигатель. Все было в порядке. Мой верный конь был готов к бою. Я прислонился к холодному металлу и закурил. Дым смешивался с морозным воздухом. Там, наверху, в нашем окне на 7-м этаже горел свет. Я знал, Лена тоже не спит. Ждет, переживает. И от этой мысли на душе становилось одновременно и теплее, и тяжелее. На моих плечах, на плечах этого старого КамАЗа лежали все их надежды. Я не имел права их подвести. Будильник прозвенел в 4 утра, но я уже был на ногах. Быстрый душ, горячий кофе, который приготовила Лена. Она стояла рядом, сонная, в стареньком халате, и смотрела на меня с нежностью и тревогой. «Ты осторожнее там, Руслан. Не гони. Лучше позже, но чтобы все хорошо. Не переживай. Все будет как надо». Я поцеловал ее. «Вернусь и первым делом в сервис, машину твою чинить». На прощание заглянул к детям. Они спали, каждый в своем мире. Я постоял у кровати Артема, потом у Настиной, поправил им одеяло. Вот оно, мое счастье. Мое простое человеческое счастье, ради которого я был готов свернуть горы. В кабине «Ласточки» пахло соляркой, кофе и дорогой. Родной привычный запах. Я повернул ключ в замке зажигания. Двигатель недовольно крякнул и с оглушительным ревом ожил, вибрируя всем своим многотонным телом. Я выехал со стоянки и покатил по пустым, спящим улицам Воронежа. Редкие фонари выхватывали из темноты мокрый асфальт. Город еще спал, и только такие, как я, ночные бродяги, уже начинали свой бесконечный путь. На базе меня уже ждали. Груз был упакован в одинаковые картонные коробки, опечатанные фирменным скотчем. Пока грузчики с помощью рохли заполняли мой прицеп, я подписал документы. Толстая пачка накладных, сертификатов. Я вчитывался в каждую строчку, проверял печати. Все было в порядке. 5:30 утра, когда небо на востоке только начало светлеть, я вывел свою груженную фуру на трассу М4 Дон. Впереди лежали сотни километров пути. Дорога была почти пустой. Я включил дорожное радио. Знакомый хрипловатый голос пел про водительскую долю, про дом, где тебя всегда ждут. Я подпевал вполголоса, на душе было легко и светло. Солнце поднималось все выше, заливая кабину теплым светом. Я ехал навстречу своей надежде. Я вез домой не просто ноутбуки и мониторы. Я вез решение всех наших проблем. Я вез спокойствие моей жены и будущее моих детей. И я еще не знал, что этот рассвет — последний спокойный рассвет в моей жизни. На долгое, очень долгое время. Первые часы пути пролетели незаметно. «Ласточка» шла ровно и уверенно, глотая километр за километром. Двигатель гудел свою монотонную песню, асфальтная лента убегала под колеса. Я миновал Павловск, потом Богучар, оставляя позади родную Воронежскую область. Солнце стояло уже высоко, когда я пересек границу с Ростовской. Пейзаж за окном сменился. На смену чернозему и перелескам пришли бескрайние, уходящие за горизонт степи, выжженные летним зноем и тронутые осенней позолотой. Здесь, на юге, еще чувствовалось тепло.
Я опустил стекло, и в кабину ворвался сухой степной ветер, пахнущий полынью и пылью. Я любил это чувство свободы. Это ощущение бескрайнего пространства, когда ты — песчинка, затерянная в огромном мире, и в то же время ты — хозяин своей дороги, и только от тебя зависит, куда она тебя приведет. Сегодня она вела меня к надежде. Около полудня я решил сделать небольшую остановку. Впереди, словно мираж в степи, показалась заправка «Лукойл» с небольшим придорожным комплексом: кафе, мотель, шиномонтаж. Стандартный набор для усталого путника. Я свернул на площадку для большегрузов, заглушил мотор и с наслаждением вытянулся, разминая затекшие ноги. Взяв термос и пакет с бутербродами, я направился к деревянным столикам, стоявшим в тени под навесом. За соседним столиком уже сидел другой дальнобойщик. Пожилой, седой мужчина с обветренным морщинистым лицом и ясными молодыми глазами. Он пил чай из граненого стакана и неторопливо курил. Мы кивнули друг другу. Негласный кодекс вежливости на дороге. «На Ростов идешь, земляк?» — спросил он, заметив мои воронежские номера. «На него самого», — ответил я, откручивая крышку термоса. «С электроникой, небось?» — он кивнул на мою фуру. «Вижу, как ты над ней трясешься». Парканулся так, чтобы из глаз не выпускать. Я усмехнулся. «Есть такое дело. Груз ответственный». «Оно и видно», — он затянулся и выпустил облако дыма. «Ты это, сынок, поосторожнее там. Особенно после Каменска-Шахтинского». Я напрягся. «А что там?» «Экипаж один лютует, ДПСники. Капитан Соколов фамилия, говорят. Вылитый коршун, глаза злые, цепкие. И с ним лейтенант молодой. Тормозят всех подряд, особенно фуры с дорогим грузом. Придираются к любой мелочи. То аптечка не по ГОСТу, то огнетушитель просрочен, то номера грязные. И начинают разводить. Ценники у них, говорят, конские. Одному моему знакомому на прошлой неделе 50 тысяч пришлось отдать якобы за перегруз, хотя там и близко перегруза не было. У меня неприятно засосало под ложечкой. Я, конечно, слышал такие истории. Да какой дальнобойщик их не слышал? Дорога — это своя страна, со своими законами, и оборотни в погонах — одна из главных ее опасностей. Но обычно это все происходило где-то там, с кем-то другим. «Спасибо за предупреждение, отец», — сказал я. «Буду иметь в виду. Хотя у меня вроде все в порядке. Документы чистые, машина исправна». «Эх, сынок», — вздохнул он. «Когда такие, как этот Соколов, хотят докопаться, они докопаются. Для них закон, что дышло. Ты, главное, если что, не быкуй. И денег много не свети. Удачи тебе на дороге». Он докурил, кивнул мне на прощание и пошел к своему старому МАЗу. А я остался сидеть, и аппетит как-то сам собой пропал. Бутерброд казался картонным, а горячий чай не согревал. Тревога, как холодный липкий туман, начала заползать в душу. Я посмотрел на свою ласточку. Из обычного грузовика она на глазах превращалась в приманку, в набитый деньгами кошелек, небрежно оставленный на видном месте. Я постарался отогнать дурные мысли. «У меня все в порядке», — твердил я себе. «Все документы на руках, груз легальный. Чего мне бояться?» Я допил чай, собрал остатки еды и вернулся в кабину. Но легкое светлое настроение, с которым я выезжал из Воронежа, улетучилось без следа.
Теперь я ехал не навстречу надежде. Я ехал навстречу неизвестности, и эта неизвестность пугала. Каменск-Шахтинский я прошел без приключений. Сердце колотилось каждый раз, когда я видел на обочине патрульную машину, но они не обращали на меня внимания. Пронесло. С облегчением думал я и чуть сильнее давил на газ. Я уже начал успокаиваться, списав предупреждение старика на обычные дорожные байки. И вот тогда, на том самом проклятом 187-м километре, я их увидел. Они стояли на широкой обочине у заброшенного поста ДПС, который не работал уже лет 10. Патрульная приора, новенькая, блестящая на солнце, и двое в форме рядом с ней. Один повыше, в фуражке, надвинутой на самые брови, лениво ковырялся в зубах спичкой. Второй, помоложе, прислонился к машине, скрестив руки на груди. Когда я поравнялся с ними, тот, что повыше, лениво поднял полосатый жезл. Взмах был короткий, небрежный, но властный. Он указывал на меня. Холодная волна прокатилась по спине. Я включил поворотник и плавно съехал на обочину, останавливаясь в нескольких десятках метров за их машиной. Заглушил двигатель. В наступившей тишине было слышно, как бешено стучит мое сердце. «Спокойно, Руслан», — приказал я себе, — «просто проверка документов, у тебя все в порядке». Я смотрел в зеркало заднего вида, как тот, что повыше, неторопливо направился к моей фуре. Он шел в развалочку, заложив руки за спину, походкой хозяина жизни, которому принадлежит вся эта дорога. На нем была форма капитана. Подойдя к кабине, он даже не посмотрел на меня. Его взгляд, холодный и оценивающий, скользнул по прицепу, по логотипу компании, а потом остановился на моих номерах. Только после этого он поднял голову и посмотрел мне в глаза. У него были светлые, почти бесцветные глаза, и от этого взгляда мне стало не по себе. В нем не было ни злости, ни интереса, только холодное хищное любопытство, как у волка, разглядывающего овцу. Это был он, Соколов. Я понял это сразу. «Добрый день, капитан Соколов», — представился он, не вынимая рук из-за спины. Голос был под стать глазам, ровный, безэмоциональный. «Инспекция ДПС. Ваши документы, водитель». Я протянул ему заранее приготовленную папку со всеми бумагами. Права, техпаспорт, путевой лист, все накладные на груз. Он взял папку, даже не открывая, и продолжил сверлить меня взглядом. «Что везем?» «Электроника. Ноутбуки, мониторы. В Ростов». «Электроника, значит», — протянул он, и в его голосе впервые проскользнула какая-то нотка. «Дорогое, поди». Он медленно, демонстративно начал перелистывать документы. Делал он это так, словно видел их в первый раз в жизни, хотя я был уверен, что он с одного взгляда на мою машину понял, кто я, откуда и что везу. Это был спектакль, и я был в нем главным зрителем. «Так, Медведев Руслан, Воронеж», — бормотал он себе под нос, а потом вдруг поднял на меня глаза. «А что это у вас, Медведев, с номерами на прицепе?» Я похолодел. «В смысле? Все в порядке с номерами?» «Нет, не в порядке», — отрезал он. «Последняя цифра не читается. Затерта. А это, знаете ли, серьезное нарушение. Штрафстоянка, разбирательство». Я не поверил своим ушам. Я выскочил из кабины и подбежал к прицепу. Номера были грязные от дорожной пыли, но все цифры прекрасно читались. «Капитан, да вы посмотрите, все видно!» — воскликнул я.
«Я смотрю и вижу, что номер нечитаемый», — отчеканил он, подходя ко мне. Его молодой напарник тоже подошел и встал рядом, создавая молчаливое кольцо. «Может, у вас зрение лучше, чем у сотрудника полиции при исполнении?» Я понял, что это начало. Ловушка захлопнулась. «Но я могу сейчас протереть». «Не надо ничего тереть», — перебил он. «Факт нарушения зафиксирован. Кроме того, у меня есть подозрение, что груз, который вы перевозите, не совсем легальный. Уж больно вы нервничаете, Медведев». Он подошел ко мне вплотную. Я чувствовал запах его дорогого парфюма, смешанный с запахом сигарет. «Значит, так», — сказал он тихо, чтобы слышал только я. «Сейчас мы можем составить протокол. Опечатаем фуру, отправим на штрафстоянку, начнем полную проверку груза. Это займет дня 3-4, а может и неделю. Вы сорвете сроки поставки, заплатите неустойку, а там, глядишь, и еще что-нибудь найдем. Оно вам надо?» Он смотрел мне прямо в глаза, и в его холодных зрачках я видел свое отражение. Маленького, испуганного человека, пойманного в капкан. «А можно как-то по-другому?» — выдавил я, и голос мой прозвучал жалко и чуждо. На его губах появилась легкая, едва заметная ухмылка. Он ждал этого вопроса. «Можно», — кивнул он. «Можно решить вопрос на месте, ускорить, так сказать, процесс проверки. Учитывая ценность вашего груза и потенциальные проблемы, думаю, 150 тысяч рублей будет вполне справедливой ценой за сэкономленное время и нервы». 150 тысяч. У меня потемнело в глазах. Эта сумма была для меня астрономической. Это было больше, чем я должен был получить за весь этот проклятый рейс. «У меня нет таких денег», — прошептал я. «У меня с собой 1010, не больше. На дорогу». Он рассмеялся. Громко, противно. 10 тысяч?» — он повернулся к своему напарнику. «Слышал, лейтенант? Он предлагает нам 10 тысяч за решение всех его проблем». Лейтенант ухмыльнулся. «Медведев, ты меня за идиота держишь?» Соколов снова стал серьезным. «Ты везешь товара на миллионы, а у тебя в кармане 10 тысяч? Не смеши мои погоны. Думай, Медведев, думай быстрее. Время идет, и мое терпение тоже не безгранично». Время застыло. Воздух стал плотным, вязким. Его было трудно вдыхать. Я стоял между двумя этими людьми в форме, на пустынной трассе под бескрайним южным небом, и чувствовал себя мухой, попавшей в паутину. Каждое мое движение, каждое слово только сильнее запутывало меня. 150 тысяч. Эта цифра молотом стучала в висках. Это была не просто сумма, это был приговор. Приговор моей надежде, моим планам, моему будущему. Я видел перед глазами лицо Лены, ее заплаканные, но полные надежды глаза. Видел Настю с ее рисунками, Артема с его мечтой о поступлении. И все это сейчас рушилось, рассыпалось в пыль из-за прихоти вот этого человека с холодными, как лед, глазами. «Капитан, войдите в положение», — начал я, и голос мой предательски дрогнул. «У меня семья, дети. Эти деньги, этот рейс — это единственная возможность выбраться из долгов. Пожалуйста». Я сам не заметил, как перешел на униженную, заискивающую интонацию. Я, Руслан Медведев, 43-летний мужик, который всю жизнь гордился тем, что ни перед кем не гнул спину, сейчас стоял и лебезил перед этим вымогателем в погонах. Соколов скривил губы в презрительной усмешке. «Семья
«Дети», — процедил он, передразнивая меня. «А ты, когда же баранку садился, о семье думал? Когда номера грязью залепил, думал? У всех семья, Медведев, и у меня тоже, и мою семью, в отличие от твоей, нужно хорошо кормить». Он шагнул к кабине и нагло распахнул дверь. «А ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут». Он залез внутрь, бесцеремонно шаря по бардачку, по карманам на дверях. Его напарник-лейтенант стоял у меня за спиной, и я чувствовал его тяжелое дыхание. Я был в ловушке. «Так, что тут у нас?» Соколов вытащил из-под сиденья мою старенькую барсетку. Вытряхнул ее содержимое на сиденье, какие-то квитанции, старые чеки, таблетки от головы и конверт. Тот самый конверт, куда я положил 10 тысяч рублей, которые Лена дала мне на дорогу. Он взял конверт, вытащил купюры, пересчитал их. 10 тысяч, констатировал он. «Но на бензин до штрафстоянки тебе хватит». С этими словами он сунул деньги в карман своего кителя. «Это все, что у меня есть!» — крикнул я, чувствуя, как внутри закипает бессильная ярость. «Значит, будешь должен», — бросил он, вылезая из кабины. И тут я понял, что это еще не конец. Самое страшное было впереди. Он подошел ко мне, и его ледяные глаза впились в мои. «Я тебе, Медведев, не верю. Не верю, что у такого тертого калача, как ты, нет заначки. Поэтому сейчас будет по-другому. Открывай фуру. У меня все оборвалось внутри». «Зачем?» «Осмотр груза», — отрезал он. «Я должен убедиться, что ты не оружие или наркотики везешь под видом ноутбуков». Это был конец. Я знал, что если он вскроет пломбы, то потом я никому ничего не докажу. Недостача, порча груза — все повесят на меня. Потеря работы, черный список, огромный долг перед компанией. И все из-за этого ублюдка. «Не буду», — сказал я тихо, но твердо. «Пломбы на месте. Вскрывать имеете право только в присутствии представителя компании грузоотправителя». Я пытался цепляться за закон, за какие-то правила, как утопающий за соломинку, но ему было плевать на правила. «Ах, вот как мы заговорили!» Глаза Соколова опасно сузились. «Права качаешь, водила? Но сейчас мы тебе эти права быстро объясним». Он повернулся к лейтенанту. «Доставай болгарку». Лейтенант, ухмыляясь, пошел к багажнику их приоры. У меня зашумело в голове. «Болгарку? Они собираются срезать пломбы? Это уже не вымогательство, это грабеж. Настоящий открытый грабеж». «Вы что творите?» — закричал я. «Это незаконно, я буду жаловаться. Я ваш номер запишу». «Записывай», — хохотнул Соколов. «Можешь прямо в спортлото писать. Там твои жалобы быстрее рассмотрят». Лейтенант вернулся, неся в руках небольшую аккумуляторную болгарку. Звук, с которым он включил ее, был похож на визг хищного зверя. И в этот момент я сломался. Все мое мужское достоинство, вся моя гордость, все, чему меня учил отец, все это рассыпалось в прах. Я упал перед ним на колени. Прямо на грязный, горячий асфальт. «Командир, не надо», — забормотал я. И слезы, горячие, стыдные слезы унижения, покатились по моим щекам. «Пожалуйста, не губи. Все, что хочешь, сделаю. Только не трогай груз. Умоляю». Я стоял на коленях перед ним, как последний раб. Человек, которого я видел первый раз в жизни.
Одним своим словом, одним движением превратил меня в ничто. Я смотрел на него снизу вверх, на его начищенные ботинки, на идеально отглаженные брюки, на его сытое, самодовольное лицо. А он смотрел на меня сверху вниз, и в его глазах я видел торжество. Он наслаждался моим унижением. Ему нравилось видеть меня раздавленным, сломленным. «Вот это другой разговор», — сказал он, кивком приказывая лейтенанту выключить болгарку. «Вот теперь я вижу, что ты начал понимать. А то закон, жалобы. Такой ты смешной, Медведев». Он присел на корточки передо мной, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Сколько ты за этот рейс получаешь, а, водила?» — спросил он вкратчиво. 100 000, — прошептал я. 100 000, — повторил он, смакуя. «Хорошие деньги. Жаль только, что не твои. Значит так. Сейчас ты сам своими ручками открываешь фуру. Мы посмотрим, что там у тебя интересного. И возьмем себе небольшую компенсацию за твои грязные номера и за потраченное на тебя время. А ты поедешь дальше и будешь молчать. Ты ведь будешь молчать, Руслан?» Он произнес мое имя так, словно мы были старыми друзьями. А потом добавил, и голос его стал жестким, как сталь. «Я ведь знаю, где ты живешь. Улица Антонова-Овсеенко, дом 23, квартира 87. Жена Елена, сын Артем, дочь Анастасия. Хорошая у тебя семья, Медведев. Береги ее». Это был нокаут. Удар под дых, после которого я уже не мог дышать. Он знает мой адрес. Он знает имена моих детей. Этот зверь, этот ублюдок в форме, он держал в заложниках не меня. Он держал в заложниках мою семью. Я медленно поднялся с колен. Ноги были ватными и не слушались. Руки дрожали так, что я едва мог удержать в них ключи. Я чувствовал себя мертвецом, автоматом, выполняющим чужую волю. Я подошел к задним дверям прицепа, сорвал пломбы и распахнул их. Перед ними открылся мой груз. Коробка к коробке, ряд за рядом, мои 100 000 рублей. Мой билет в нормальную жизнь. Соколов заглянул внутрь, и его глаза хищно блеснули. «Ну вот», — сказал он, — «а говорил, денег нет. У тебя тут целое состояние». Он дал знак лейтенанту, и тот по рации вызвал кого-то. Через несколько минут из-за поворота выехала старенькая потрепанная «Газель» без номеров. Она остановилась рядом с моей фурой. Из нее вышли двое хмурых парней в гражданской одежде. И начался грабеж. Они деловито, без суеты, начали перегружать коробки из моей «Ласточки» в свою «Газель». Одну за другой. Коробку за коробкой. Я стоял и смотрел. Я ничего не мог сделать. Я был парализован страхом. Страхом не за себя, за Лену, за Настю, за Артема. Их лица стояли у меня перед глазами. Они взяли много, навскидку треть всего груза. Когда последняя коробка перекочевала в «Газель», Соколов подошел ко мне. «Ну вот и все, Медведев», — он похлопал меня по плечу, как старого приятеля. «Считай, легко отделался, а теперь езжай. И помни наш разговор. Одно лишнее слово, и твоя дочка может случайно не дойти из своей художественной школы до дома. Ты меня понял?» Я молча кивнул. Я не мог говорить. «Газель» без номеров уехала. Патрульная «Приора» развернулась и тоже скрылась из виду. А я остался один, на обочине проклятого 187-го километра.
рядом со своей вскрытой, разграбленной фурой. В ушах стоял шум уезжающих машин и издевательский смех Соколова. Я смотрел на пустые места в прицепе, на эту дыру, которая образовалась не только в моем грузе, но и в моей душе, и я заплакал. Не так, как на коленях, униженно и стыдливо, а по-настоящему, беззвучно, навзрыд, сотрясаясь всем телом, как плачет ребенок, у которого отняли самое дорогое. Я стоял посреди бескрайней степи и выл от бессилия, отчаяния и ненависти. В этот момент моя жизнь была разрушена, и я еще не знал, что это было не ее концом, а только началом самой страшной бури. Я не знаю, сколько я так простоял. Минуту, 10, час. Время перестало существовать. Мимо проносились машины, легковые, грузовые. Их водители, наверное, с удивлением поглядывали на одинокую фуру с распахнутыми дверями и на человека, застывшего рядом с ней. Но никто не остановился. В этом мире каждый сам за себя, особенно на трассе. Оцепенение прошло внезапно. Его сменила ледяная, звенящая пустота внутри. Слезы высохли, оставив на щеках соленые дорожки. Ненависть и отчаяние сменились тупой, ноющей болью. Как от незаживающей раны я был пуст, полностью опустошен. Нужно было что-то делать. Первая мысль — позвонить в полицию. 112. Сообщить о грабеже. Но в голове тут же всплыли слова Соколова. «Одно лишнее слово, и твоя дочка может случайно не дойти из своей художественной школы до дома». Угроза была реальной. Этот человек знал все. Если он смог узнать мой точный адрес и имена детей, значит, у него есть доступ к базам данных, есть связи. Пойти против него — все равно, что объявить войну системе, в которой я всего лишь пешка, безымянный водила, а он — капитан, представитель власти. Кто поверит мне, а не ему? Они скажут, что я сам украл груз, а теперь пытаюсь свалить вину на честных полицейских. И тогда он выполнит свою угрозу. Эта мысль парализовала меня. Страх за семью был сильнее страха за собственную жизнь, сильнее желания справедливости. Я не мог рисковать ими. Никогда. Значит, в полицию звонить нельзя. Что дальше? Ехать в Ростов? Приехать на точку выгрузки с разоренной фурой? Что я скажу заказчику? «Извините, меня тут по дороге немного ограбили сотрудники ДПС». Это звучало как бред сумасшедшего. Меня тут же обвинят в краже, вызовут полицию, и круг замкнется. Вернуться в Воронеж? Приехать на базу к Михаилу Сергеевичу и сказать: «Простите, я не довез ваш груз на несколько миллионов, потому что у меня его отняли». Результат будет тот же. Долг, увольнение, позор. Тупик, полный, беспросветный тупик.
Я сел на подножку кабины, обхватил голову руками. В голове был полный хаос. Я прокручивал случившееся снова и снова, каждую деталь, каждое слово. Унижение, беспомощность, страх. И эта ухмылка на лице Соколова. Я готов был убить его, своими руками задушить. Но я не мог, я был связан по рукам и ногам. И тут сквозь пелену отчаяния в моей памяти всплыл один момент. Когда я получал документы на груз, наш начальник колонны, Петя, сунул мне визитку. «Это личный номер Михаила Сергеевича», — сказал он тогда. «На всякий случай, если случится что-то совсем из ряда вон, что-то, что не могу решить я. Только по-настоящему серьезное, понял? Просто так не беспокой». Тогда я сунул эту визитку в карман куртки и забыл о ней. Но сейчас... Разве это не что-то из ряда вон? Разве это не по-настоящему серьезное? Терять мне было уже нечего, хуже уже не будет. Дрожащими пальцами я достал из кармана телефон, потом визитку. Плотный картон, строгие черные буквы. Фамилия, имя, отчество и номер. Никаких должностей, никаких регалий. Я набрал номер. Гудки шли долго, целую вечность. Я уже решил, что никто не ответит, и хотел сбросить вызов, а на том конце щелкнуло. «Слушаю», — раздался знакомый, чуть хрипловатый голос Михаила Сергеевича. «Михаил Сергеевич, это Медведев, Руслан», — выдавил я. «Медведев?» — в его голосе прозвучало удивление. «Ты уже в Ростове? Что-то случилось?» «Случилось», — я сглотнул ком в горле. «Беда случилась, Михаил Сергеевич». И я рассказал. Все. С самого начала. Про предупреждение на заправке, про остановку на 187-м километре, про выдуманное нарушение, про вымогательство. Рассказал, как стоял на коленях, как умолял его. Рассказал про угрозы моей семье, про «Газель» без номеров, про то, как они грабили мою фуру. Мой голос срывался, я заикался, но я говорил. Я выплескивал из себя весь этот ужас, всю эту боль. Когда я закончил, в трубке на несколько секунд повисла тишина. Тяжелая, гнетущая. «Ты где сейчас?» — наконец спросил он. Голос его изменился. Он стал жестким, собранным. В нем не было ни сочувствия, ни удивления. В нем была холодная, концентрированная ярость. Там же, на 187-м километре, трасса М4. Фамилию капитана запомнил? Соколов. Номер патрульной машины? Не успел. Я был не в том состоянии. Понятно. Видеорегистратор в машине есть? Есть. Старенький, но работает. Сердце у меня ёкнуло. Регистратор. Я совсем про него забыл. Он был маленький, неприметный, висел за зеркалом заднего вида. Может быть, Соколов его не заметил? Может быть, он записал хоть что-то? «Отлично», — сказал Михаил Сергеевич. «Значит так, Медведев, слушай меня внимательно. Никуда не уезжай. Сядь в кабину, закройся и жди. Ни с кем не разговаривай. Если кто-то подъедет, полиция, кто угодно, не выходи. Просто жди. Помощь уже едет. И самое главное, не бойся. Этим ублюдкам не сойдет это с рук, я тебе обещаю». Он повесил трубку. Я сидел в кабине, вцепившись в телефон, и пытался осознать услышанное. Помощь уже едет. Я тебе обещаю. Что это значит? Какая помощь?
Кто он вообще такой, этот Михаил Сергеевич? Почему он говорил с такой уверенностью, с такой стальной решимостью? Владелец небольшой транспортной компании из 5 машин? Не верилось. За его словами чувствовалась сила. Огромная невидимая сила. Прошел час, потом еще один. Я сидел в кабине, как в осажденной крепости, и смотрел на дорогу. За это время я умер и воскрес раз 10. Я то надеялся на чудо, то снова впадал в отчаяние. А что, если он просто успокоил меня? Что, если никакой помощи не будет? Что, если сейчас ко мне приедут друзья Соколова, чтобы закрыть вопрос окончательно? Когда на горизонте показались 2 машины, несущиеся на огромной скорости, у меня замерло сердце. Это были не полицейские машины. 2 черных внедорожника, «Тойоты», с тонированными стеклами. Они резко затормозили рядом с моей фурой, подняв облако пыли. Из первой машины вышли 4 мужчин в строгих гражданских костюмах, короткие стрижки, цепкие взгляды, выправка, которую не скроешь под пиджаком. Они молча, без лишних слов, оцепили мою фуру. Из второй машины вышел он, Михаил Сергеевич. Он был не таким, каким я его помнил, не расслабленным хозяином жизни, а собранным, подтянутым, с жестким, властным лицом. Он подошел к кабине. «Выходи, Руслан». Я вышел. Ноги все еще дрожали. «Ты в порядке?» — спросил он, внимательно глядя мне в глаза. Я только кивнул. «Где регистратор?» Я показал. Один из его людей аккуратно снял прибор, положил в специальный пакет. «Так», — Михаил Сергеевич обернулся к остальным, «2 остаются с водителем и машиной. Сопроводите его до ближайшего мотеля. Пусть отдохнет, придет в себя. Остальные со мной». Он подошел ко мне и положил руку на плечо. «Руслан, сейчас тебе нужно будет дать показания. Подробные. Руслан, рассказать все, как было следователю. Ничего не бойся. С этого момента ты под защитой. Твоя семья тоже. Возле твоего дома уже дежурят мои люди. Ни один волос с их головы не упадет». Я смотрел на него и не мог произнести ни слова. Кто вы?» Наконец выдавил я. Он усмехнулся. Впервые за все это время. «Скажем так, Руслан, в прошлой жизни я был прокурором, и у меня осталась чудовищная аллергия на оборотней в погонах. А эти ребята, — он кивнул на своих людей, — из Управления собственной безопасности, мои бывшие коллеги. Так что мы устроим этому капитану Соколову такую проверку, что он на всю жизнь забудет, как людей грабить». С этими словами он сел в машину, и внедорожники, развернувшись, также стремительно умчались в сторону Ростова. А я остался стоять на обочине, рядом с 2 молчаливыми людьми в костюмах. Один из них подошел ко мне. «Поехали, Руслан, вам нужно отдохнуть. Я впервые за много часов почувствовал, что могу дышать. Лед, сковавший мою душу, начал таять. Появилась надежда. Хрупкая, слабая, но надежда. Надежда на то, что справедливость все-таки существует, и что возмездие неотвратимо». Следующие 48 часов прошли как в тумане. Меня отвезли в небольшой, но уютный мотель на окраине какого-то городка. Один из людей Михаила Сергеевича, представившийся Игорем, остался со мной. Он не задавал вопросов, просто был рядом. Принес еды, воды, сказал, что я могу отдохнуть. Но какой там отдых? Я-то проваливался в тяжелое липкое забытье, то вскакивал от малейшего шороха. Перед глазами снова и снова вставала сцена на трассе. Ухмылка Соколова, его ледяные глаза, угроза, брошенная в лицо. Я позвонил Лене. Сказал, что все в порядке, просто небольшая задержка на выгрузке, буду завтра или послезавтра. Я врал, и мне было тошно от этого вранья.
Но я не мог сказать ей правду. Не по телефону, не сейчас. Она встревожилась, но я постарался говорить как можно спокойнее. Убедил, что все хорошо. На следующий день меня возили на допрос. Это было не в обычном отделении полиции. Меня привезли в какое-то солидное серое здание, провели в тихий кабинет, где сидел спокойный, седовласый мужчина в штатском. Следователь по особо важным делам, как я понял. Он разговаривал со мной уважительно, без нажима. Я рассказал все еще раз, до мельчайших подробностей. Мои показания записывали на камеру. Я описал Соколова, его напарника, «Газель» без номеров, рассказал про угрозы семье. Главным козырем стала запись с моего видеорегистратора. Люди Михаила Сергеевича смогли восстановить ее. Качество было не идеальным, но на ней был четко виден момент остановки, лицо Соколова, слышен его голос, его требование открыть фуру. Момент самого грабежа в кадр не попал, но и того, что было, оказалось достаточно. Михаил Сергеевич держал слово. Он звонил мне каждый день. «Все идет по плану, Руслан», — говорил он своим спокойным, уверенным голосом. «Этих подонков уже ведут, скоро капкан захлопнется». И он захлопнулся. Через 2 дня я как раз возвращался в Воронеж. За мной прислали другую машину, мою «Ласточку», забрали, как вещдок. Я ехал и смотрел в окно на проносящиеся мимо пейзажи, но ничего не видел. В голове была одна мысль: что будет дальше. В этот момент снова позвонил Михаил Сергеевич. «Включай радио, Руслан, любую новостную станцию». Я попросил водителя включить. И услышал. «Громкое задержание в Ростовской области». Как сообщает наш корреспондент, сотрудниками Управления собственной безопасности МВД при силовой поддержке спецназа была пресечена деятельность преступной группы, в которую входили сотрудники ДПС. По версии следствия, банда на протяжении нескольких месяцев занималась вымогательством и грабежами на федеральной трассе М4 «Дон». Возглавлял группу капитан полиции Соколов. Задержание произошло с поличным при попытке сбыта крупной партии краденой электроники. В данный момент проводятся следственные действия. Я слушал, и у меня по щекам текли слезы. Но это были уже другие слезы. Это были слезы облегчения. Справедливость. Она все-таки есть. Но самое главное ждало меня впереди. Через день все центральные телеканалы страны облетел один сюжет. Сюжет, который я, наверное, буду пересматривать до конца своих дней. Его показывали в вечерних новостях. Камера выхватывала зал суда, клетку, в которой стояли 3: Соколов, его напарник-лейтенант и водитель той самой «Газели». Соколов выглядел ужасно. Не было больше той спеси, той наглой уверенности. Бледный, осунувшийся, с потухшими глазами, он смотрел в пол. А потом был репортаж из зала суда уже после заседания, где избирали меру пресечения. Его, закованного в наручники, вели по коридору, и журналисты обступили его со всех сторон. «Капитан Соколов, что вы можете сказать в свое оправдание? Вы признаете свою вину?» И тут он поднял глаза в камеру, и я увидел в них тот же страх, то же отчаяние, которое еще несколько дней назад было в моих. «Я хочу попросить прощения», — прохрипел он. «У всех,
У того водителя я не знаю, что на меня нашло. Бес попутал. Простите. И он, капитан полиции, гордый и непоколебимый, опустился на колени. Прямо там, в коридоре суда, перед десятками камер, он стоял на коленях и плакал, размазывая слезы по небритым щекам. В этот момент я сидел дома, на своей кухне. Рядом была Лена. Она все знала. Я рассказал ей все, как только вернулся. Она держала мою руку и тоже плакала. Настя и Артем стояли в дверях и смотрели на экран. Я смотрел на этого сломленного, униженного человека на экране и не чувствовал ни злорадства, ни радости. Я чувствовал только пустоту и какое-то горькое удовлетворение. Круг замкнулся. Он заставил меня стоять на коленях. Теперь на коленях стоял он. Перед всей страной. Дальнейшее было уже не так важно. Соколова и всю его банду осудили. Ему дали серьезный срок, лишили звания, пенсии, всех наград. Его с позором вышвырнули из системы, которой он так гордился. Я узнал потом, что жена подала на развод, а от его влиятельных покровителей, на которых он так надеялся, не осталось и следа. Он остался один, разрушенный, растоптанный. Так же, как он пытался разрушить и растоптать меня. Моя жизнь тоже изменилась. Михаил Сергеевич оказался человеком слова. Весь ущерб компании он покрыл из своего кармана. Мне выплатили не только те 100 тысяч за рейс, но и премию сверху. За смелость и честность, как сказал он. Мою ласточку через месяц вернули. Я починил 7 Лены. Мы заплатили за Настину школу. Я купил Артему новый мощный компьютер, о котором он так мечтал. Мы снова начали жить. Спокойно, без страха, без вечного ожидания беды. Но что-то во мне изменилось навсегда. Я часто вспоминаю эту встречу на трассе. И думаю о том, что было бы, если бы я тогда смолчал. Если бы стерпел, утерся и поехал дальше. Я бы до конца жизни жил с этим унижением, с этим страхом. Эта история научила меня главному. Нельзя молчать. Нельзя терпеть, когда тебя втаптывают в грязь, даже если страшно. Даже если кажется, что ты один против всего мира. Нужно бороться. Искать помощи. Кричать. Потому что если молчать, зло побеждает. Прошло несколько месяцев. Я снова ехал по трассе М4 Дон. На Ростов. Я проезжал тот самый 187-й километр. Заброшенный пост ДПС все так же стоял на обочине. Но теперь это место не вызывало во мне ужаса. Я опустил стекло, и свежий ветер ударил мне в лицо. Я улыбнулся. Я Руслан Медведев. Мне 43 года. Я простой дальнобойщик. И я победил. Не потому, что я какой-то герой, а потому, что я не сдался. И потому, что в самый темный час нашелся человек, который поверил мне и помог. Эта история не про злодеев и героев. Она про то, что даже в самой беспросветной тьме всегда есть шанс на свет. Главное — не переставать в него верить и идти ему навстречу, даже если дорога кажется бесконечной.